«Русская весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Бессонова. За прошедшие сутки противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы 10 населенных пунктов республики. На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Дропатова обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район поселка Шахта им. Гагарина. На Донецком направлении с позиций 28-й, 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Марченко, Клочкова и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по районам Н. П. Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Старомихайловка и району аэропорта Г. Донецка. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из 120 мм минометов, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы Н. П. Ленинская, Коминтерново, Саханка и Набережная. Украинские боевики из вооружения БМП-2 без разбору прошлись по всем домостроениям на двух улицах данного поселка. Высшие военные чины крайне не заинтересованы в смене президента страны. В случае смещения Порошенко может так оказаться, что они останутся без защиты и им придется ответить за все преступления перед народом. В связи с этим, Полторак и Муженко приступили к выполнению комплекса мероприятий по обеспечению предвыборной кампании Порошенко. Во все воинские части отданы соответствующие указания по проведению агитации за действующего президента. В зону операции оккупационных сил прибыл самый мощный десант агитаторов под руководством командующего сухопутными войсками генерал-полковника Попко. На сегодняшний день данная группа отработала в 30-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадах. Читайте также, кандидат в президенты Украины призвала строить отношения с Москвой с помощью бомб. Всем командирам бригад и их заместителям поставлена задача не просто вывести Порошенко в лидеры, а сделать это с максимальным отрывом от других кандидатов, чтобы продемонстрировать якобы имеющуюся поддержку армии избранного действующей властью курса. В случае поражения Порошенко,
Командование оккупационных войск грозится снять виновных командиров с должностей, несмотря на все былые заслуги. В армии реализовать данную схему будет проще всего, ведь все личные данные подчиненных, необходимые для правильного голосования, у командования воинских частей имеются на руках.